Информационные материалы, баннеры, плакаты. Назрановский район активно готовится к проведению предстоящих выборов. Главная задача, которая сейчас стоит перед районной администрацией – информирование жителей о предстоящем голосовании и подготовка избирательных участков. В участковой избирательной комиссии 724 в Барсуках уже создан специальный штаб, сформирован состав избирательной комиссии. Сейчас они заняты оформлением подготовительных документов. Подготовительные документы у нас почти уже все готовы, пригласительные тоже все готовы уже. Пункт уже почти оформлен именно в том плане, что наглядная агитация у нас почти вся развешена, а остальное мы уже в предпоследний день уже все будет готово. Оснащать избирательный участок урнами, кабинками для голосования и ящиками для бюллетеней будут уже ближе к выборам. Чтобы избежать столпотворения, тут учтут и все меры защиты. На входе обязательная обработка рук, маски и перчатки и одноразовые ручки. Для безопасности участки оборудуют металлодетекторами. На страже порядка будут сотрудники правоохранительных органов. Помогут в работе и волонтеры. А для тех, кто не сможет проголосовать на участке по месту регистрации, есть и другие полезные опции. Члены участковых избирательных комиссий вынуждены будут выезжать на голосование вне помещения. Выезжая вне помещения, они непосредственно будут голосование проводить в переносных ящиках. По возвращению оттуда с переносных ящиков избирательные бюллетени должны перекладываться все в пакет. Вот как раз на этом плакате четко указано, что с этими избирательными бюллетенями нужно делать. Как они перекладываются, как опечатывается сейф-пакет, какие документы впоследствии составляются. И вот в этом году обязательно и Центр избирком обязал приобретение и наличие металлических шкафов. Это для того, чтобы в металлических шкафах хранились сейф-пакеты. В течение 2 дней сейф-пакеты 17-18 числа будут перекладываться в металлические шкафы и храниться до 19 до вечера. 6 сентября свою работу начала и участковая избирательная комиссия 738 в Плиеве. Она состоит из 11 человек. Участок уже оборудован урнами, кабинками для голосования. Размещены информационные материалы, в том числе с кандидатами и партиями. Основная наша работа на сегодняшний день – это информирование населения. Мы информируем население о том, что об их правах, о правилах проведения голосования. Сегодня мы с комиссией работали, мы подготавливаем пригласительные. Каждый, кто желает прийти на голосование, он должен знать, куда он должен прийти, адрес точный и телефон. Если у него возникает вопрос, он может нам позвонить. Далее у нас предстоит работа со списком. Это нам должны их передать за 10 дней до проведения голосования. Обычно так и происходит. Во всех УИКах будут предусмотрены комната для молитвы матери и ребенка, медпункт. В общем, созданы все комфортные условия для избирателей. Жителям нужно лишь прийти и отдать свой голос за выбранного кандидата. На выборы, конечно, я приду, как гражданин России. Я считаю, что каждый должен прийти. Ведь должно учитываться мнение народа в первую очередь. Как-никак мы патриоты своего народа. Жители обязательно должны выражать свое мнение. Каждый или иной, какой кандидат, какая партия им подходит, чтобы они учитывали их интерес. Напомню, что выборы депутатов Госдумы и Народное собрание региона будут проходить 17, 18 и 19 сентября. В дни выборов по региону свои двери распахнут 137 избирательных участков, и на каждом учтут все необходимые меры для избирателей. Амина Бокова, Магомед Шаухалов, Новости 24.